YouTube! Мы сегодня с вами опять здесь. Мы снова будем говорить о важных вещах. Начинаем тему первой любви, о том, как любить Христа всем своим сердцем. Но сегодня начнем с разочарования. Но что на самом деле подразумевает Слово Божье под словом разочарование? Слова разочарования в Библии нет, поэтому на этом закончим. Не, конечно, есть огромное количество слов, которые косвенно говорят о разочаровании. Но напрямую слово разочарование в Библии не существует вообще. Иисус своим ученикам, он говорил о последних временах, и он говорил о том, что там будут лжепророки, будут гонения, и многие, они отвернутся от веры, и они будут ненавидеть. Почему так произойдет вообще? Как это люди, которые соприкасались со Христом, они начнут ненавидеть людей? Вообще, когда мы говорим о Боге, Бог есть свет и нет в нем тьмы. Это факт. И это правда. И вот когда человек просто он находится в темноте, он живет во тьме, есть какие-то темные дела, делишки, делишища, есть слова, которые сказаны во тьме, есть просто какие-то вещи, которые неохота вытаскивать на свет. Вот когда все вот это есть, Библия говорит, люди из-за того, что они полюбили грех, или из-за того, что они полюбили тьму, они не идут к свету, они не идут к Богу. И в том числе люди уходят от Бога, потому что они не полюбили дела света, а есть все равно какие-то дела тьмы, которые они оставили для себя. И эти дела тьмы их утаскивают. Не зря Иисус говорил такие слова, это потрясающие слова. Он говорит, всякий, кто любит меня, будет исполнять мои слова. И он говорил о том, что уровень любви можно измерить не тем, как я там восторженно слышу Слово Божие и аплодирую, когда что-то там Божие происходит, и там, может быть, с закрытыми глазами как-то поклоняюсь Господу. Нет, уровень моей любви зависит от того, насколько я люблю Божьи заповеди. Угу. Все, больше нет ничего, никаких критериев больше нет на самом деле. То есть, если мы будем читать Слово Божие, мы будем задаваться вопросом, что такое любовь к Богу, и что значит жить с Богом, и что значит жить в свете. Это значит впустить Божий свет, Божьи заповеди, Божью истину внутрь себя, влюбиться в это и сказать, Господь, да, может быть, моему телу, вообще моему старому образу жизни немножко дискомфортно жить так, как ты сказал. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Но я выбираю, я хочу, я буду это делать, потому что тебе так хочется, потому что тебе это нравится. И ты покоряешь себя таким образом Божьему свету, ты покоряешь таким образом себя Божьей истине. Вот. И чем больше в человеке вот этого желания покорить себя Божьей истине, тем ближе он будет все равно двигаться к свету. И чем больше человек бунтует против Божьей истины, против заповедей Божьих, против воли Божьей, против того, что хочет Бог для человечества в целом и для меня лично. Mm-hmm. Вот когда человек бунтует, он противится этому, он как будто бы строит стены, и он отгораживается от Бога, и он находится вот в какой-то тьме, хотя ему кажется, что он во свете. Тоже можно проверить себя, во свете ли я хожу. Опять-таки 1 Иоанна. Там написано, всякий, кто ходит во свете, он имеет общение с братом. То есть он будет стремиться туда, где есть братья, где есть Божий народ, где есть общение с Божьим народом. То есть человек не будет дистанцироваться от церкви, он не будет дистанцироваться от Божьего народа, он наоборот будет стремиться вовлекаться в церковь, встраиваться в церковь, в общение с церковью. Поэтому всегда вопросы, что с людьми не так, когда люди не хотят быть частью церкви, не хотят быть частью собрания, они общаются со всеми, кроме как с Божьими людьми. Ну, это всегда нехороший показатель. Даже вспоминаю вот какие-то там 90-е годы, и вот даже на примере моего супруга, как его маме проповедовали Евангелие. Приди в церковь, твоего мужа там Господь избавит. Всем так проповедовали Евангелие. И то есть у всех верующих... Бог либо чего-то избавит, либо что-то даст. Да. У всех верующих есть какие-то надежды, либо же ожидания от Бога, от служения, от вот этих всех вещей. Как сделать так, чтобы наши ожидания соответствовали Божьей реальностью? Даже вот молодые служители, они приезжают, сейчас мы там горы свернем, мы сейчас всех покаем, а потом год, два, три. А вот сейчас ты мне говоришь какие-то вещи, вдруг я вспомнил Иоанна, пророка Иоанна, который сидел в тюрьме. Креститель. Да, Иоанн Креститель. И он послал учеников своих узнать у Иисуса, тот ли он вообще, или не тот. И ты понимаешь, что когда он крестил Христа в Иордане, Библия говорит, что там голос сказал, это сын мой возлюбленный, его слушайтесь. Потом голубь в телесном виде, Дух Святой сошел на него. То есть для Иоанна были все свидетельства и все знамения. Он понимал, что это подлинный Мессия.
Но из-за того, что были, вот как ты сказала точно, и как ты сказала верно, неправильные ожидания, не те предположения Мессии, которые жили в его сердце, и он вдруг не увидел, что исполняется то, что он ожидал, связанное с Мессией. Потому что они все ждали, что придет Мессия, это будет царь Израиля, он восстановит Израиль в определенных границах, сделает его снова могущественным государством, он устроит справедливое управление этой страной. То есть они ждали такого Мессию. А тут совершенно другой, который даже и не собирается, у него даже в сторону власти человеческой, власти вот, государственной, он даже туда не смотрел. И у них у всех вопрос вообще, тот ли это Мессия, и вообще Мессия ли это, хотя они были в самом начале уверены. Важно, чтобы все наши ожидания изначально, они были бы правильные. Как один человек сказал, если бы ты не очаровывался, то ты бы и не разочаровывался. Вот иногда у людей завышенные ожидания по поводу каких-то там персон. Люди почему разочаровываются в служителях? Потому что у них завышенные ожидания, завышенные какие-то нарисованные, выдуманные образы служителя, кем он изначально не являлся. То есть, например, многие люди думают, вот это вот наш какой-то помазанник величайший, и он безупречный. Без пятна и порока. Да, он без пятна и без порока, почти что Иисус. Второй фактически после Иисуса, да. И потом они узнают, что человек что-то сделал, человек попал в какой-то грех, там, вот, например, ситуация, там, человек развелся, там, оставил свою старую жену, женился. Много разных ситуаций. Какая-то неправда в чем-то проявилась, что-то случилось. И люди очарованные чаще всего, у которых были завышенные ожидания, которые думали о человеке больше, чем он есть на самом деле. А человек всего лишь человек. Человеку вообще свойственно делать пакости, к сожалению, любому человеку. И когда у нас нормальные ожидания и не выдуманные, не идеализированные, не завышенные ожидания, и нам гораздо проще будет тогда не разочаровываться. Но это опять-таки все приходит только через набитые шишки. Когда ты набил шишки, потом ты думаешь, я не буду чрезмерные вот эти какие-то ожидания, которые Бог не вкладывал в мое сердце, которые я сам внутри себя как-то культивировал, я не буду вот этими вот завышенными ожиданиями жить, я буду просто верить в Писание, буду верить в Слово Божие, и человек – это всего лишь человек. Это если мы говорим о разочаровании в людях. Это всегда сохранит любого человека от разочарования в другом человеке, когда ты не очаровываешься, когда ты не строишься каких-то иллюзий, что это супер человек, у него суперспособности, он там прям с неба пришел, ты живешь обычной жизнью, там трогаешь растения, а он просто проходит сквозь растения. Всякая глупость у людей тогда. И вот эти вот глупые ожидания, они приводят потом к совершенно странным разочарованиям. У тебя были какие-то ожидания от твоего собственного служения и были, соответственно, разочарования в этом? Конечно, но тут даже разочарование не в служении же происходит, а разочарование в себе самом, оказывается, происходит. Мы, когда молодые, начинающие, мы начинаем что-то делать, у нас что-то однажды быстро хорошо получилось, и мы начинаем переоценивать сами себя. И нам кажется, что это мы такие, что это благодаря нам что-то произошло, что мы можем уже, что однажды сросло, и значит всегда везде все на изи будет получаться. И мы иногда недооцениваем, что какие-то вещи Бог через нас сделал. Мы недооцениваем, что это не наша сила. Это не наша способность, это не наша крутизна. Первое же мое служение, такое, скажем, самостоятельное, которое я начал. Я до этого служил вместе с Божьими людьми там, в библейской школе. Мы как одна команда трудились, там, друг друга поддерживали, помогали, исправляли какие-то вещи, в чем-то ободряли друг друга, корректировали, если надо было. У нас плюс был директор библейской школы, он нам был как такой наставник. Вообще вокруг нас было достаточно людей, у которых мы чему-то учились. И мы, по большому счету, мы особо ничего умного не делали. Мы просто делали то, что нам, во-первых, говорили, а во-вторых, мы делали то, что мы сами видели у других. Мы фактически копировали. И как-то все получалось. Мне было полгода во Христе, я был служитель группы внутри библейской школы. И потом создалась другая библейская школа, я там уже был служитель в этой школе. Уже не просто студент, я был уже
в бывшем, или там в прошлом я был студент бывший, да, в первом КПК. Теперь я тут главный, я служитель. Я уже так получилось, я сам там чуть больше полугода верующий, я учил других, как жить надо. Но это вообще такая... По времена. Да, по времена он нравы. И что происходило? А происходило много чего. И люди тебя слушали, и для них ты был такой герой веры, и то, что ты говорил, оно работало, и людей это как-то касалось, и это меняло. Особенно мне нравилось молиться за больных, потому что больные исцелялись, и это все происходило вообще вот просто повсеместно. А потом что случилось? Когда, получается, была первая школа, вторая школа, третья школа, мы служили там, у нас, как нам казалось, все получалось, потому что мы такие нормальные ребята, да, мы такие молодцы. Я поехал служить в село. Там все пошло вообще не по плану. У меня сразу план был готовый, созревший. Я сейчас приеду в это село, буквально полгода, мы сейчас будем молиться, поститься, я буду брать студентов библейской школы, мы будем вместе с ними ходить, проповедовать по селу, мы там закидаем это село буклетами, и буквально там через короткое время у нас там будет сначала домашняя группа, человек 15, а потом все это вырастет в церковь 40, там 50, 100 Начнется человек. пробуждение. Да, все быстро очень произойдет, начнется пробуждение. А все пошло не так вообще. И сколько бы я ни ходил по этому селу, сколько бы я ни таскал туда команд, сколько бы я ни молился, сколько бы я ни постился, у меня вот было там 3 бабушки. И эти 3 бабушки, они так и оставались. Приходили какие-то люди, смотрели на нас со стороны, такие, молодцы, конечно, все, давай, до свидания. И все, и пропадали. Только было усилий приложено, одному Богу ведомо. Просто я постился, я молился, я очень верно к этому служению отнесся. Я по средам ездил туда, я в среду брал пост, в этот день у меня был выходной, я не ходил на работу, я молился, постился, изучал Писание. После обеда я ехал на свое служение. До собрания я ходил по селу, проповедовал Евангелие. И все, что я понимал, какой у меня вот этот фидбэк ко мне приходил, что здесь, в этом селе, никому Иисус не нужен вообще. Потому что либо наркоманы, либо пьяницы, либо одна религия, либо другая религия у всех. Они все как бы с каким-то своим Богом живут. Мой Бог и спасение через Иисуса Христа вообще никому не нужно. Но меня хватило ровно на полгода. Где-то через полгода у меня вот такое было состояние измученного служителя. Я садился в автобус, и на меня как будто бы 50-килограммовый мешок бросали уже в автобусе. И я уже сходил на остановке на своей, где у нас домашняя группа проходила в селе. Я сходил на остановке придавленный, прибитый, с мыслями, зачем я все это делаю, зачем я вообще в это ввязался. Мне надо было бизнесом после библейской школы заниматься. Это просто гиблое место. И вообще лучше я там буду служить в городской церкви, а сюда пусть пришлют какого-нибудь достойного служителя, не меня. Конечно, сразу же ты начинаешь попадать в другую крайность. Если до этого ты был крутой, у тебя все получалось, ты там весь такой на коне, да, ты же сейчас здесь в другую крайность впадаешь, что я никто, у меня ничего не получается, за что бы я ни взялся, у меня ничего не двигается. Начинается вот это вот самобичевание, самоуничижение, там... Самоанализ. Синдром жертвы. Вся эта история, она к тому, что человеку иногда это надо. Иногда его нужно стрясти, потому что вот эта вот пыль, которая приходит, это пыль, которая вот самомнение, когда ты сам в себе герой, когда тебе кажется, что ты там горы сам своими силами можешь переставлять буквально, что там благодаря тебе, твоей харизме, там что-то строится. Вот это Богу нужно с нас сбить. Вот эту всю звездную пыль, это все нужно сбить, чтобы понять, что на самом деле мы без него никто вообще. Поэтому иногда эти разочарования не хороши. Я разочаровался, правда, я разочаровался до такой степени, что я начал думать, что, наверное, это не мое призвание. И в тот момент я сломал позвоночник. И у меня была возможность, я где-то около 10 дней лежал в больнице. Это была хорошая возможность вообще все переосмыслить в жизни. Иногда нам нужны вот подобные ситуации. Я не говорю, друзья, что вам надо в больницу попасть, обязательно, да. Но важно иногда просто взять перерывчик какой-то, чтобы посмотреть на себя со стороны с позиции Слова Божьего. Вдруг я стал замечать, вот когда я лежал на больничной койке, что на самом деле я внутри разрушен как раз-таки вот этим вот разочарованием. Потому что ожидание было одно, действительность произошла совсем другая. Ожидание было одно, что я сейчас за полгода там пробуждение принесу, а это были полгода мучительные, наверное, даже больше, чем полгода.
Это были мучительные. Почему? Потому что я, ну, правда, я духовно пахал, я что-то делал. Я не сидел, сложа руки, я не просто молился и говорил: Бог, приведи. Я буквально оббежал все село. Я буквально ходил по домам, я общался с разными людьми. Даже были письма из клуба 700, мне кажется, мультик такой показывали, там, суперкнига. И люди писали все на адрес письма. Ко мне пришли письма из моего села. То есть такая вот обратная связь. Они отправили в клуб 700, а клуб 700 нашел нашу церковь и говорит: если вы там служите, вот посетите этих людей. Я по этим письмам посещал людей. Я общался вроде бы с людьми открытыми, но никто почему-то не приходил. То есть я столько всего делал, я столько пахал, я столько усилий прилагал. И потом вдруг, лежа на этой больничной койке, я стал осознавать, что на самом деле последние несколько месяцев я разочарованный служитель. Я был служитель отчаявшийся. У меня было такое чисто человеческое отчаяние, что бы я ни делал, ничего не получается, ничего не растет. Это же всегда тебе кажется, что не в тебе проблема, а тебе кажется, что это вот такая страна, что это такое село, что людям на самом деле Иисус не нужен, что никто спасаться не хочет. Мне стало казаться, что вот все, что мы делаем, это все глупо. И это все тщетно, да, что это все бесплодно совершенно и бессмысленно. И вот я когда лежал на этой больничной койке, мне Дух Святой на все на это указал фактически. И несколько дней, еще я уже начал с больничной койки, потом еще несколько дней после того, как я выписался из больницы, мне пришлось воевать с самим собой, разбивать над собой все это мышление человека расстроенного или как разочарованного. Я разбивал, я прям возлагал руки на себя, разбивал над собой все поражения, разбивал над собой все эти мысли, даже уже комплексы. Это прям комплексное мышление уже в голове было, что у меня ничего не получится. Я потом стал провозглашать Писание, что Бог меня послал, и как Христа слушали, так и меня будут слушать, что Бог строит свою церковь, что Бог прилагает спасаемых. Я просто стал это все провозглашать, я стал это все делать. И что самое интересное, как будто бы тогда у тебя внутри все поменялось, и я начал преодолевать и побеждать внутреннее разочарование, оно стало что-то меняться снаружи. Я вот реально, я перестал так, как мне казалось, пахать духовно. Я просто молился, я поклонялся Богу, я искал лицо Божие, я говорил пред Богом какие-то наши цели, желания. Потом приходил на собрания, и каждый раз какие-то новые люди появлялись. И буквально за полгода у нас 5 домашних групп организовалось. Еще, наверное, полгода, и мы уехали оттуда. Я оставлял, я помню, человек 35-40 было в том служении, которое буквально не росло там год-полтора, и оно, мне казалось, меньше, чем за год вот выросло, настолько быстро все это произошло. Я оставил 5 домашних групп. С того момента там потом началась церковь, начались там воскресные собрания церковные. Но это было мое первое вот это вот переживание, разочарование. Я стал понимать, что много вещей в нашей жизни Бог нас призывает и говорит: иди и сделай вот это. А мы начинаем рисовать картинку, как это будет. Мы начинаем думать: ага, я сейчас приду, я приеду, я буду вот это делать, а со стороны Бога произойдет вот это, и через 5 лет у нас будет вот такая здоровенная церковь, у нас будет вот такое здоровенное служение. А чаще всего, когда ты приезжаешь, и ты говоришь: Бог, ну вот я приехал, что дальше делать? Я вот, например, нацелен, у меня вот есть мой план. Господь говорит: не-не, свой план можешь просто на мусорку выкинуть, я тебе свой план дам. И начинается это совсем другой путь, это совсем не так быстро, это совсем не так просто. Нет, это радужно всегда, но это не так просто, как ты себе нарисовал это в своей собственной голове. Также по поводу брака. Многие выходят замуж, женятся, и им кажется, что брак — это вот бесконечное счастье, и там на облаках, где там счастливые. Супруг все твои проблемы решит. Да, что твой супруг все твои проблемки порешает. И у тебя отпадут все твои трудности, с которыми ты раньше боролся. Тебе теперь бороться не надо. Нет, теперь тебе придется и за себя бороться, и за него бороться. То есть там вдвойне придется усилий прилагать. Все по-другому на самом деле, чем мы себе иногда рисуем.
И также люди, многие, они почему разочаровываются? Кто-то разочаровался в эмиграции, потому что ехал в эмиграцию и думал, ну я сейчас приеду, там просто все вот так выслано будет евроми или долларами, я просто по ним ходить буду, когда надо будет, когда мне необходимо будет, я буду просто, мне главное нагнуться и подобрать с пола все необходимые доллары и евро. А приезжает, а там все по-другому. Там ты просто никто, тебе нужно с самого дна начинать, и не все на это готовы, и вообще не каждый этого ждал. Скорее всего, каждый этого не ждал. Не такого ожидал. Да, ну как минимум не такого ожидал. Иногда ты встречаешь людей, которые, лет 5 за свое исцеление помолились, и ничего не произошло. И ты там говоришь, не опускайте своих рук, продолжайте делать. И люди такие, да. И ты понимаешь, что это уже внутри не просто разочарование, а уже неверие. Вот как в таких ситуациях стоит поступать? Друзья, неверие для человека верующего и для мужа веры – это вообще неприемлемое состояние. Если ты вдруг поймал себя на мысли, что у тебя неверие в какие-то Божьи обетования, и ты слушаешь каких-то проповедников, которые тебе это неверие еще обосновывают, они говорят, да нормально, не все исцеляются, исцеление не для всех, а вот вспомните Иова. Вот когда ты еще этим начинаешь питаться, остановись здесь. Просто скажи, Бог, я пытался, я пробовал, у меня не получилось. И я чувствую, что у меня теперь неверие есть в этой сфере. Давай, Господь, что-то с этим сделаем. И обязательно тебя Господь вернет в ту ситуацию, где у тебя было вот это разочарование. И Он скажет, вот отсюда начинай, потому что вот здесь ты опустил свои руки, вот здесь ты с этим согласился. Например, по поводу исцеления, мы говорим. У меня были такие ситуации, когда вот я пришел ко Христу, я был больной человек. У меня было 2 болезни хронические. Хронический бронхит, хронический простатит. При этом, например, бронхит, вот любое межсезонье, это весна-осень, все, я кашлял, я не мог откашляться, я мучился, я реально был страдальцем. Меня кололи антибиотиками, я там проходил курсы лечения. И я пришел ко Христу. Я подошел к одному человеку, я услышал, что этот человек возлагает руки на больных, больные исцеляются. И я подошел, говорю, слушай, брат, вот у меня вот такие болезни, можешь за меня помолиться? Что он сделал? Он открывает 1 Петра 2:24 и говорит, когда вспомнишь про свою болезнь, начни вот это цитировать. И он мне говорит, ранами Иисуса Христа ты исцелился. Здесь написано, что это в прошлом времени уже случилось. Это уже случившийся факт для тебя. Это то, что было уже сделано и то, что уже произошло в мире духовном. Все, что тебе нужно делать, это каждый день за это благодарить. Что ты думаешь? Мне кажется, дней 10-12 просто вот по его наставлению. Каждый день, когда я вспоминал о своих болезнях, я это говорил, ранами Иисуса Христа я исцелен. Господь понес мои немощи и болезни на крест, Матфея 8:17. Я просто цитировал Писание. И что-то сработало. В какой-то момент я понял, вау. А я покаялся, это в межсезонье было. Влажная погода. И я вдруг понял, что это отвалилось. Ничего не делал, настолько легко это произошло. Потом, например, я исцелялся, когда я сломал позвоночник. У меня был сломан позвоночник в 3 местах, 2 компрессионных перелома. И мне врачи сказали, 80 дней ты должен лежать на жестком, не двигаясь буквально, а все это время на спине. И благодари Богу, что мы тебе еще эти растяжки не поставим, на ноги не повесим, там гири специальные. Я не смог этого выдержать, но за 10 дней я получил полное исцеление. Я искренне пытался первые 2-3 дня лежать на спине, но я постоянно ворочался, я мог уснуть только на боку. И каждый раз я когда спал, утром почему-то приходил самый главный там хирург, и он орал на меня и говорил, ты вообще зачем так делаешь? Позвонок сломан. Да, он мне говорил, что меня может вообще парализовать, что у меня ноги перестанут ходить и тому подобное. Вот, и из-за того, что я мог уснуть только на боку, я всю ночь мучился, и под утро я раз на бочок и засыпал. Вроде боль уходила, я засыпал, и он как раз приходил. Здрасте, до свидания. Вот, и что произошло? Вот 2-3 дня я старался, потом я опять-таки 1 Петра 2:24, старый способ, все, рабочая схема. Я буквально там на 10-й день я встал из больницы и ушел. Все были в шоке, все лечащие врачи, хирурги. Там. Первая, кто меня встретил, была санитарка. Она говорила, парень, что, сдурел, что ли? Тебя сюда в реанимацию там, привезут, ты на скорой вернешься. Все стали говорить одно и то же. Страшные всякие слова, что последствия будут очень страшные. Но на самом деле, вот 30 лет прошло. Я жив-здоров.
Больше, у меня полностью здоровая спина. Но со временем я заработал грыжу. Грыжа эта, она периодически воспалялась и защемляла нерв. Я ходить не мог. У меня были такие дни, когда, например, я по 2 недели я буквально встать не мог и наступить на ногу. Потому что был воспален этот седалищный нерв, и у меня просто, я в инвалида превращался. Я молился и так, и сяк, и вот так, и по 3-му, и по 10-му. Я уже не знал, как мне молиться. Я уже не знал, и уже и людей разных просил. За меня уже кто только не молился. И это это не 1 месяц тянулось. Но я продолжал стоять в вере. И вдруг в какой-то момент я как будто бы в сердце своем получаю слово такое. Я услышал про одного... Мануальщик? Да, ну, я не знаю, короче. Это люди, которые, да, могут там вставить позвонки там на место. Я к нему пришел с МРТ, мне посоветовали, что этот человек помогает. И он мне объяснил один принцип. Он мне сказал: Денис, вот это вот твоя грыжа, она у тебя, чем ты старше будешь становиться, у тебя все будет стареть. Грыжа тоже постареет, она высохнет. Ага. И он говорит, все, что тебе нужно делать сейчас, для того, чтобы боли снять, он мне компресс определенный посоветовал. И это сработало. Буквально через, я мучился длительное время, через 2-3 дня буквально вот этот компресс с какими-то препаратами, он 3 препарата выписал, и это сработало. Но он мне сказал, не перегревай в бане и не остужай где-нибудь в прорубь не прыгай или где-то, не сиди так, чтобы это у тебя переохлаждалось. Это для тебя и одно, и другое, вот эти 2 крайности, переохлаждать и остужать очень сильно. Это страшно для твоей грыжи. И ты будешь ее всегда из-за этого чувствовать. Если ты будешь нормально себя в этом смысле вести, ты забудешь об этой грыже. Прикинь, я получил просто ответ. Я молился по-разному. И тут вдруг я понял. Я просто стал поступать так, как этот человек сказал. Я стараюсь не переохлаждаться, я стараюсь не перегреваться в бане. Все, я забыл про эту грыжу. Исцеление? Исцеление. По факту. По факту. Другая, например, история тоже по поводу разочарования. Я помню, я в баню сходил, тоже жил в небольшом городке, мы служителями там были. У нас в то время не у всех была горячая вода, вообще воды у многих не было. Воды не было в многоэтажках. О времена. Да, о времена. Воды не было в многоэтажках, воды не было у нас, например, в доме не было воды. Она на улице текла, потом я ее в дом завел, там целый квест, надо было пристраивать душ, туалет и все остальное. Но пока вот эти все процессы происходили, я периодически ходил в общественную баню. И однажды после общественной бани я пришел с такими, знаешь, это даже не волдыри, а типа чесотки, это что-то такое было. Это то, что чешется, и высыпания какие-то на руках. А в это время в той церкви, где я служил, в этой деноминации, было такое учение, что люди, у которых безвластие, это люди, у которых высыпания всякие происходят. Кожаные какие-то повреждения. Какие-то кожные проблемы происходят. Я на свой счет принял, что, наверное, со мной что-то не то, что, наверное, у меня какое-то малодушие, какое-то безвластие. Знаешь, как ты начал сам себя осуждать за что-то. Причем ты даже не понимаешь, за что. Ты просто плохой человек, поэтому у тебя все плохо в жизни. И тем более у тебя эти руки чешутся. Я помню, как к нам служители приехали, а я такой с длинными рукавами, руки стараюсь прятать, не показывать, но чешется. И брат меня спрашивает, а что у тебя руки чешутся? Я говорю, да не знаю, в баню сходил, подцепил какую-то заразу. Он такой, заразу? Так многозначительно. И я после этого думаю, господи, это неправильно, надо с этим что-то делать. И я уже все думаю, пойду к врачам, пусть они мне какие-то мази выпишут. И вдруг мне Дух Святой говорит, не надо никуда ходить. Тебе просто нужно изменить к самому себе отношения. Выкинь это чувство вины, выкинь это чувство неполноценности, в котором ты сейчас живешь. Потому что я сам себя уничижал. А какая власть, какая молитва власти за себя самого, если ты находишься в состоянии человека недостойного? Ты как будто бы сам эту власть в духовном мире, дьяволу отдал. Как будто бы со стороны на себя посмотрел, насколько я жалкий, насколько я человек, который просто находится в неправильном состоянии, позиции перед Богом и перед Словом Божьим. Я покаялся в этом. И я сказал, Господь, прости меня за то, что я слушал клеветника, который меня оклеветал, который про меня кучу гадостей наговорил. Я стал в это верить. Я Божий человек. Я Божий помазанник. Я человек, у которого есть Твоя власть в имени Иисуса. Я человек, который является сегодня Сыном Божьим. Я имею власть в имени Иисуса Христа. Я буду приказывать. И я буквально день или 2 я стал говорить своей коже. Я стал обращаться к своей коже. Я стал говорить каким-то этим нарывом, чесотки этой. Буквально день или 2. Все.
Руки чистые. Я был в шоке. Я думал, Господи, оказывается, мне нужно было пройти вот этот процесс какой-то мучительный, не исцеления. Ничего не происходило, ничего не получалось. Но я стоял, я продолжал стоять в вере. Я все равно верил, что Бог может. И Бог смог. Он показал мне мое мышление, которое мне надо изменить. Он показал мне мою позицию, которую мне надо поменять. И это тоже ответ. Иногда мы молимся, вот так приходит исцеление. Буквально там еще руки не успел положить на человека, это все произошло. А иногда ты месяц, два, три, ты стоишь в вере, ты не понимаешь вообще, что происходит, почему тишина. А потом раз, и ответ какой-то совсем с другой стороны, где ты не ожидаешь его. Точно так же у нас, например, сын от онкологии исцелился. Мы за него и так молились, и вот так молились. Но в том числе с врачебной помощью. Врачи в том числе, они свою лепту внесли. И я как-то был религиозно настроен на многие вещи. И когда мы попали в больницу с сыном, а у него онкология была, и когда мы об этом узнали, это был удар для нас вообще. В самом начале мы такие думаем, ну все, мы будем тогда молиться, мы будем в вере стоять, будем там молиться за него. И я помню, я пришел к главврачу, говорю, я забираю ребенка, не делайте так. Люди Божии, не делайте. Не торопитесь с этими резкими поворотами. Да. И я помню, тогда мне этот главврач, какая-то Божья мудрость у него была. Она говорит, слушайте, я вижу, вы верующий человек, вы там в вере стоите, но вы делаете со своей стороны то, что вы можете делать. Пусть Бог сделает со своей стороны свою работу. А мы давайте со своей стороны будем делать то, что мы можем сделать. И мы вместе, каждый со своей стороны, мы придем к одному. Этот ребенок будет жив-здоров. Я ее послушал. Потом я услышал Джона Арнота, который рассказывал историю. И он начал эту историю с того, он говорит, Бог исцелил моего... Мне кажется, то ли он сам получил исцеление от онкологии, то ли его дочка, мне кажется, если я не ошибаюсь. И он вышел и говорит, моя дочь получила исцеление через врачей. И у меня как будто бы вообще вот эти все... придуманные религиозные твердыни сломались, потому что мне казалось, что исцеление это только вот когда ты руку возлагаешь на человека, и вот только тогда это настоящее исцеление. Все исцеление остальное это не от Бога. Это неправда. Сегодня Бог дал людям разум, возможности, способности достигать каких-то невероятных вершин, в том числе через медицину. В том числе. Поэтому медицина от Бога, друзья. Точно так же, как там телефон твой, который у тебя лежит в кармане, он от Бога. Это все зависит от того, как ты пользуешься этим. Если это во благо для тебя, и ты принимаешь благо, это от Бога. Если это камень преткновения, ты смотришь всякую нечистоту через это, то твой телефон это проклятие и от дьявола. Точно так же и медицина может быть. К чему я все это рассказываю? Все эти истории, они все разные. Где-то очень быстро, где-то очень легко, где-то через тернии, где-то через такие трудности я прошел, но при этом чему-то научился. И самые ценные исцеления для меня, это как раз-таки те исцеления, из которых я самые большие уроки извлек. Когда я лежал в больнице, когда я стоял в вере, когда все казалось вообще никуда не идет, когда хотелось руки опустить. Вот через это я учился самым большим уроком. Самые большие уроки веры я оттуда вынес. Через испытания. Именно. Через то, что не сразу получаешь ответы. И ответы приходят не так, как ты это себе в голове нарисовал. Евреям в 11 главе там мужи веры, и написано о том, что они ожидали чего-то, но на земле они не получили. И вот они уже с небес видят плоды этих обещаний. А почему какие-то вот обещания, они хоп и срабатывают, а на какие-то приходится тратить много времени или даже при жизни этих вещей не видеть? Не, если ты посмотришь на те обещания, в которых эти люди жили и к которым они пришли, так или иначе, они все что-то достигли в своей жизни. Это был путь длиной в жизнь. Извини меня, например, для того, чтобы Моисею вывести народ, он 80 лет встал в свое служение. У него было несколько этапов, он пришел к этому служению. И это был большой процесс его жизни. Но он достиг что-то. Он вывел 3-миллионный народ, он вывел из рабства, в котором они 400 лет сидели. И так возьми любого героя веры, про которого мы читаем. Да? Но, к сожалению, тот же самый Моисей не увидел, как они... Ели пили молоко и мед обещанный. Да, тот же самый Давид, он не увидел храм. И так вот можно про каждого сказать. То есть это были люди веры, и был кусок веры, который непосредственно влиял на их жизнь и побуждал их ежедневно куда-то двигаться.
А был кусок веры, или можно надежда это назвать. Это то, что они так и не увидели, но это то, с чем они ушли к Богу в сердце своем. Это то, что сделали другие поколения. И вот как раз-таки люди веры, они закладывают основания для того, чтобы другие поколения на этом основании продолжали трудиться. Это моя молитва. Я сегодня молюсь о том, что каждый мой внук, правнук, что все поколения, которые родятся после меня, я их, скорее всего, даже некоторых не увижу. Но я провозглашаю сегодня и молюсь, и я ходатайствую, это моя вера, что это будут люди Божьи, которые посвятят свою жизнь Христу и будут служить для Бога. И я не удивлюсь, если в их жизнях будут какие-то периоды времени, когда это вообще не будет так выглядеть. Возможно. Не удивлюсь этому, потому что я видел, как это все работает, что иногда ты молишься за какие-то правильные вещи, ты стоишь в вере за какие-то правильные вещи, а все идет вообще не по плану. И если смотреть глазами физическими, кажется, что все пропало, Карл. Все пропало. И вера не работает, и слово не работает, и Божьи обещания не работают. Но слава Богу, слава Богу, по прошествии нескольких лет молитв, постов, ты все равно начинаешь видеть, как исполняется то, что было обещано Богом. Главное сегодня жить по вере, главное сегодня куда-то двигаться, и главное сегодня эту веру как-то осуществлять. Но разочарование – это же незаметная вещь. Ты же не можешь... Ой, кажется, я разочаровался. Это через, я не знаю, когда тебе люди больно делают, когда у тебя что-то не получилось. То есть это совокупность каких-то факторов. И вот то, что апостолы говорят, по крайней мере, Павел и Петр, они говорили, если не ослабеете, дойдете до конца, если вы будете стоять твердо в вере. Для меня это все начинается с разочарования. Вот ты где-то чуть-чуть разочаровался в себе, в людях, в Боге, в служении. И это то, что в тебе рождает нежелание что-то делать. Вот как самодиагностироваться? Вот как хранить себя от вот этого состояния? Потому что тебе иногда кажется, ты просто человек, ты расстроился из-за того, что что-то случилось. А потом ты понимаешь, нет, это какой-то кусок разочарования закрадывается. Нет, смотри, Даша, если у тебя есть всегда цели во всех твоих сферах жизни, и вдруг ты начинаешь понимать, что эти цели достигаться не будут, потому что ты вдруг перестал верить в это. Тебе кажется, иногда это, причем оправданные вещи в голове, как бы. Что экономика вокруг плохая, все идет на спад, мировой кризис и т.д. и т.п. То есть есть какие-то всегда оправдывающие нас факторы. Вот как только в какой-то сфере твоей жизни все стагнирует, никуда не двигается, и ты оправдываешь себя какими-то вещами. Ты оправдываешься тем, что ты живешь в бедном городке, ты оправдываешься тем, что... Ты старенький. Хоть как. Ты молодая, ты старенькая, ты не той внешности, ты не того пола, ты не той нации. Огромное количество этих оправданий может быть. Огромное. Образование неправильное, связи нет. Надо было вовремя эмигрировать в Нью-Йорк и т.д. и т.п. Там куча разных моментов. Вот как только ты себя на этом ловишь, нужно учиться быть честным. Просто остановиться и сказать: Бог, я чувствую, что ко мне вкралось неверие, и я хочу остановиться здесь, я хочу с этим сразиться, я хочу с этим что-то делать. И чаще всего Бог тебе начнет показывать какие-то места Писания, на которые нужно встать, и ежедневно, каждый день заставлять свой разум думать на основании этих мест Писания, провозглашать эти места Писания, говорить эти места Писания своими устами. Например, если мы о финансах говорим, что Бог силен обогатить нас, там не написано в Нью-Йорке, или в Шанхае, или в Гуанчжоу, или еще в каких-то мегаполисах. Там написано: Бог силен нас обогатить всякой благодатью на всяком месте. Если мы сегодня продолжаем давать, если мы продолжаем верить, у него миллион источников, которые он откроет в нашем маленьком городке. То есть ты начинаешь это на основании Слова Божия только побеждать. Нет другого варианта это победить. Нет. Исцеление, возвращайся в Слово Божие, выкинь все предрассудки. Все, что тебе религиозные люди наговорили, что исцеления нет, исцеление не для тебя, исцеление в первом веке осталось, исцеление умерло вместе с Тео Осборном и т.д. и т.п. Выкинь это просто. Скажи: вот так написано, я в это буду верить, и я это буду иметь. Все. Я, например, слышал людей, которые говорили: там Деяние 16:31 написано: если будешь веровать, ты спасешься, ты и весь твой дом. Там это было сказано тому охраннику, который освободил, когда землетрясение случилось, он Павла и Силу освободил в темнице. И поэтому знаешь, по милости такой павловской, он ему такое обещание, такое выдал. Да это обещание вечное для всех верующих. Если он сказал это для того человека, который вчера еще был неверующий,
верующий грешник. Сегодня он уверовал. И это сразу как обетование в его жизнь пришло. Это для всех. Для всех. Просто даже не позволь дьяволу даже вот маленькую грамулечку закинуть, что это не для тебя. Это для тебя. Я и весь мой дом, мы будем служить Богу. Я ничего не знаю, я уверовал, значит спасусь я и весь мой дом покается и спасется. Все, это мое обетование, на этом буду стоять, это буду говорить, в это буду верить, к этому буду идти. И все люди, которые вот это вот принимают, они все увидят, как буквально все родственники будут спасаться. У меня мама на небесах живет. Большинство родственников, когда она уверовала в 90-х, в начале 90-х, большинство родственников противилось просто как шайтану ей. Они говорили, ты там сектантка, ты вообще веру наших предков променяла, продала. Они там, про нее всякие вещи говорили. Но она продолжала молиться, говорить вот это 16:31 Деяния апостолов, что если уверовал я, спасусь я и весь мой дом. И продолжала к ним периодически нахаживать. Просто рассказывать что-то, говорить что-то, сеять в них Слово Божие. Потом звала их на собрание. Рано или поздно, вот я буквально недавно вспоминал всех этих родственников, с собакой гулял, вспоминал вот это. Они умерли все верующие. Кто-то уверовал, в церковь ходил, кто-то перед смертью буквально уверовал, кто-то уверовал, отпал, потом опять вернулся. Всякие были истории. Но сейчас смотрю и думаю, надо же, моя мама сама на небеса ушла, еще с собой кучу своих родственников прихватила. Да. Я был, кстати, такой же человек, который говорил, мне не нужен твой Бог, мне вообще твой Христос не нужен, мне твоя церковь не нужна. Вот у меня есть мои друзья, они мне лучше, чем Бог, ближе, чем Бог, и вот все. Если надо будет в ад пойти, то нормально. Главное, чтобы с ними. Да, главное, что мы вместе. Есть еще такая другая крайность. Это, мне кажется, присуще молодости и вот нашей некой деноминации. О том, что вот когда ты что-то делаешь, Божье, это по-любому будет приносить плоды. И у тебя внутренне все равно ты думаешь, вот я сейчас поеду, как Рейнхард Бонке хотя бы чуть-чуть, буду руки простирать, бесы будут выгоняться. А по факту не всегда так случается. Как нам не иметь тупых каких-то ложных представлений либо ожиданий, но при этом не быть скептиками, которые говорят, не получается, значит, это не для меня, или значит, это как-то по-другому будет. Давай так. Вот Рейнхард Бонке, Тео Осборн, то есть люди, у которых на слуху такие известные евангелисты, у которых там миллионы людей каялись на собраниях, это дар для тела Христа достаточно ограниченный в своем количестве. Mm-hmm. Не может каждый верующий, например, миллионам людей служить. Это правда. Да. Тут сразу надо к здравомыслию, да. Не все, например, служители, не все пасторы, они там пасторы мега-церквей, да, там, где по 15 тысяч человек сидят на собрании, их слушают, и соответственно, там бюджеты и все остальное. Вот. Все по-разному. Все по-разному. И у каждого свое призвание. Mm-hmm. Кто-то в небольшой церкви, в небольшом городке, в небольшом селе, но он верно делает свою работу. Вот здесь, знаешь, главное вот это вот детское обольщение нам откинуть, выкинуть из головы, что я буду стоять перед миллионом человек, миллион людей меня будут созерцать. Может быть, это и будет. Но главное, чтобы мы настраивались не на миллионы какие-то, неведомые там, вдалеке, а на 5 или 10 человек реальных сегодня, которых Бог привел в мою жизнь, вот чтобы я нацеливался на то, чтобы оказаться для них верным служителем, хорошим Божьим примером и сделать так, чтобы эти люди росли во Христе. Вот просто нацелиться на какие-то реальные, сегодняшние, достижимые вместе с Богом цели. Это, многие люди, конечно, хотят, начитаются книжек, там, каких-то коучей финансовых, и все хотят сразу становиться инвестором. Да ты придешь к этому. Там же квадрат денежного потока, да, есть, где ты работаешь, как некоторые говорят, на дядю я работать не буду. Вот научись работать хорошо на кого-то, ответственно, так, чтобы за тебя держали, чтобы тебя не хотели отпускать. Потом ты сам начинаешь работать на себя. Потом у тебя какой-то бизнес, ты начинаешь управлять уже каким-то бизнесом, какими-то потоками, а потом уже ты приходишь к моменту, когда ты становишься инвестором. Вот наслушиваются, например, Роберта Кийосаки, и почему-то первые 3 вещи пропускают. Все, я буду инвестором, я буду вкладываться. С чего ты будешь вкладываться? Да, с чего ты будешь инвестировать? Если ты не научился быть подвластным, если ты не научился быть дисциплинированным, ты не научился каким-то базовым вещам, которые свойственны человеку,
человеку, имеющему свой бизнес. Ты не научился управлять там, людьми, ты логистику не умеешь выстраивать. Ты не научился вот этому всему еще. И все, я буду там инвестором великим. Там вот есть там какой-то дяденька, там Уоррен Баффет, вот он же инвестором стал, он инвестором родился. Я там читал историю про него, да, что он в 14 лет там уже куда-то инвестировал. Ребят, мы многие вещи такие важные пропускаем. Тот же самый Роберт Кийосаки, он рассказывает в своих книгах, почему-то это никто не вспоминает, о том, как он бегал, ксероксы продавал, от дома к дому, ежедневно. Потом никто не читает, как он, например, он летчиком был, работал в воздушных силах, да, то есть он был человек, который находился под четкой властью долгое время. Строгой. Да, потом он начинал какой-то бизнес. То есть это все этапами шло. Поэтому не надо обольщаться. Может быть, ты придешь к этому 4-му этапу, но не надо жить грезами, не надо жить каким-то обольщением, что я великий инвестор, я вот часто буду куда-то инвестировать. Ты начни сегодня делать то, что по силам тебе делать, и зарабатывать реальные деньги. К примеру. И так все. Это все, знаешь, с одной стороны, хочется, чтобы люди имели большие цели. С другой стороны, некоторых людей с этих больших целей охота приземлить немножко и сказать, слушай, большая цель это классно, это вообще, хорошо, но вот здесь вот рядом с собой начни видеть какие-то нужды, какие-то вещи мелкие, совершенно земные, и начни их делать. Ой, это не мой пошиб, это не мой полет, не мой уровень. Вот с этого уровня надо начинать. С этого пошиба, с этого полета надо начинать. И потом ты становишься ответственным, ты становишься верным. Бог это всегда заметит. Он тебе даст больше, он откроет новые двери, даст новые возможности. И это всегда вот такой рост. Иногда кажется медленно, потому что мы же хотим... Я в 20 лет бизнес начал, в 25 я там купил себе квартиру, а в 30 я стал долларовый миллионер как минимум. Там же целая даже есть такая штука. Если ты в 30 лет не миллионер, то ты чуть ли не бессмысленно свою жизнь проживаешь. То есть люди живут этими грезами, но в жизни иногда все вообще по-другому происходит. Павел постоянно говорит, подражайте мне, и он правильно... Как я Христу. Как я Христу, или там молитесь, сколько я. Но вот как не дойти до крайности, когда ты начинаешь себя с кем-то сравнивать, ты уже не равняешься, ты сравниваешь, и от этого начинаешь разочаровываться. Я понимаю, что у всех там свой темп, свои какие-то цели. Ну, например, вот ты, я не знаю, 5 лет сидишь со своими 50 и все грезишь, что вот у тебя будет как у вон того, резко произойдет. Подожди, Даш, надо всегда ориентироваться на что-то. Угу. Но это не должно быть чем-то, знаешь, таким, что ты от зависти или от горечи хочешь достичь, чтобы кому-то чего-то доказать. Угу. То есть рядом с нами есть огромное количество людей, которые в наших сферах работают, действуют, и они чего-то достигают. Угу. И умный человек, он открыт и способен что-то доброе взять и чему-то научиться. Классно, например, когда в церкви они смотрят на что-то, да, что делают другие, они замечают какие-то вещи и думают, было бы хорошо в нашей церкви вот это поменять. Было бы хорошо в нашей церкви от этого уже уходить. Угу. Это не рабочая схема. То есть классно, когда, например, ты можешь чему-то учиться у людей, которые в чем-то более преуспевающие. В тех сферах жизни, которые с тобой связаны, там, подобная работа, или ты служитель, к примеру, там, или прославление делаешь, или еще что-то. Но тупо копировать других людей – это другая крайность, и это глупость. Когда люди, например, они смотрят, этих альфа-курсы сработали, мы тоже альфа-курсы запускаем альфа-курс. У этих там сработала какая-то евангелизация через ТикТок. Вот, все, мы тоже сейчас будем ТикТок, там, я не знаю, лопатить, там, купили 10 камер, да, начали там в ТикТоке снимать. Это все не так работает. Когда дело касается особенно вещей, в которых ты пионер, ты первопроходец, ты должен стратегию от Бога получить. Вот ты служитель. Твоя ответственность стоять на коленях и говорить: Бог, как мне служить? Покажи, куда мне идти, как мне двигаться, дай мне стратегию. Да, и Бог тебе по крупицам начнет что-то вкладывать в сердце. Так же и с бизнесом. Ты, например, ты понял, да, чем ты хочешь заниматься. А дальше, как расширить бизнес, как вот эту вот клиентскую базу свою расширить, как конкурентов победить в хорошем смысле, как эту конкуренцию преодолеть, да, в чем-то, как расширить это, или там масштабировать бизнес. То есть всегда есть какие-то вызовы у нас. И классно, когда ты с этими вызовами приходишь к Богу
Богу, и ты взываешь к небесам. И хорошо было бы еще поститься, чтобы усилить нашу молитву и получить от Бога какое-то слово, получить от Бога какую-то идею, какое-то видение. И вот когда у тебя есть видение от Бога, и когда ты получил какую-то идею от Бога, ты непобедим становишься. Все, тебя никто не победит, никто не пошатнет, ни один дьявол не придет и не скажет: а все, ничего не получится. Ты скажешь: отойди от меня, сатана, потому что я знаю, это пришло с небес, и это будет работать в моей жизни. Не надо в людях очаровываться, потому что человек — это всего лишь человек из крови и плоти. Потому что есть только один Бог верный, есть только один Бог безгрешный, есть только один Бог непоколебимый, который от своих слов никогда не откажется. Люди, к сожалению, это люди. Просто нам надо понимать, что мы такие, и все вокруг нас такие. Просто надо любить людей такие, какие они есть. И не надо строить какие-то вымышленные персонажи все в голове придумывать по поводу людей. Вот это там помазанник, он безгрешный, все, что он не говорит, это прям напрямую от Бога приходит. Ну, не всегда так это происходит. Раз. Второе, когда у тебя есть какие-то вызовы в твоей жизни, получай ответы от Бога и держись за них. Потому что не все происходит быстро. Не все происходит так по щелчку пальцев или через одну молитву. Есть вещи, в которых нужно просто укореняться и по крупице. Строить и созидать. Классно еще, например, когда есть в твоей жизни люди какие-то, которые будут ободрением для тебя и которые будут опорой для тебя. Классно, когда, например, муж с женой, они друг друга подбадривают, они идут в каком-то одном направлении, когда одному плохо, другой его поддержит. Да-да-да. Когда тот как-то захромал, он ему сил придаст какими-то добрыми словами. Мы все сталкиваемся с разочарованиями. Мы все через это пройдем. Главное, еще тоже важная такая мысль, о которой я говорил, не остаться в этом. Ага. Мы все можем в это попасть, но не надо в этом оставаться. Просто приди перед Богом, признай и начни с этим что-то делать уже прямо сейчас. Вот ты слышишь меня сегодня, если вдруг тебе неверие подкралось в какой-то сфере твоей жизни, я могу тебе сказать, вот любая сфера жизни, которая существует у человека, так или иначе, у меня вот в каждой из сфер моей жизни что-то не получалось. Или получалось вообще не так, как я планировал. Или получалось так, как я думал, лучше бы вообще никак не получалось. То есть все шло шиворот на выворот. Я тебе могу сказать, главное, чтобы ты не принял внутрь своего сердца такое мышление, что, наверное, это не для меня, наверное, это не для нашего города. Наверное, у нас ничего не произойдет и не получится. Это вот другие какие-то более достойные люди, они это имеют, получают от Бога, но никак не я. Выкинь такое мышление. Потому что это всегда рождает неверие. А неверие, Бог не уважает неверие, не почитает неверие. Библия говорит, что сам Господь, Он почитает веру в людях. И Иисус говорит, Он говорит, когда я вернусь на землю, найду ли я в своем народе веру? И вера как раз-таки такая штука, которая разочаровался, пошел дальше, отряхнулся, переосмыслил, взял снова какие-то Божьи обетования в свои уста, Божьи обетования в свое сердце и пошел дальше вперед вместе с Богом двигать горы. Аминь. Аминь.